Кыргызская сторона постоянно предъявляет претензии, что будто бы вот этот земли, которые находятся вдоль реки Испаринка, вроде бы это их земля, что они давно там обосновались. Вот. Они не намерены отдавать ни пять этой земли. Ну, словом, разного рода требования. И сегодня, собственно говоря, вот конфликт возникает в тех местах, где они необоснованные претензии предъявляют. Вот вы долгое время работали в Испарье. Есть ли у них основания какие-то? У них нет никаких оснований, но, к счастью, у нас есть все основания, что эти земли являются нашими землями. В свое время я этими вопросами долго занимался. И я знаю, что первый документ, который был принят по определению границ между Баткенским районом Кыргызстана и Исфаринским районом Таджикистана, этот документ был принят в 1924 году. Второй документ в 1927 году. Этот ЦИК Союза СССР этот документ принял, и ЦИК Республики Кыргызстан, тогда автономной республики, и Республики Узбекистан, в составе которого находилась Таджикская автономная республика, утвердили этот документ. Согласно этих документов, те земли, 29 тысяч гектаров исфаринские земли, которые незаконно после 50-х годов перешли в пользование Республики Кыргызстан, они являются исконно таджикскими землями. Первый конфликт, который произошел из-за этих земель, произошел в 1974 году. В 1963 году тогдашний колхоз «Правда» сельсовета Вурух приступила к освоению левобережья реки Исфаринки. И в течение около 10 лет было освоено около 700 гектаров земли. И 31 декабря 1974 года группа всадников с кыргызской стороны, с вооруженными, между прочим, с охотничьими оружиями, наступили на таджикских колхозников. И тогда произошел очень такой крупный конфликт. Согласно карт 24, 27 и 47 годов, селение Вурух никогда, значит, не был анклавом. Вниз по течению реки Исфари, и с правой стороны, и с левой стороны, все эти земли принадлежали, значит, таджикской стороне. Тогда руководство Совета национальности Союза СССР направило компетентную комиссию, и эта комиссия работала целую неделю, значит, у нас. Потом они, изучив архивные материалы в Москве, пришли к заключению и представили заключение, что мы правы. Таджикская сторона права, и Союз тоже никогда не признавал, что эти земли являются, значит, киргизскими, эти земли являются, значит, исконно таджикскими, значит, землями. Вот из-за них идет спор. Выходит, что на союзном уровне тоже протокол не был подписан. Не был подписан. Надо будет нашим комиссиям из таджикской стороны, из киргизской стороны руководствоваться этими историческими картами. Мы предлагаем идти даже на компромисс, на уступки друг другу. И эти вопросы необходимо надо будет решить, чтобы больше этих конфликтов не было. Давайте насчет конфликта, вот, который разразился вот последний раз. Вот я вот хочу перечислить. В 1974 году был конфликт. Напали наши соседи с охотничьим оружием. В 1989 году тоже они, значит, напали на кишлак Ходжи Ало. Я помню, я тогда был председателем горисполкома, 2 человека погибло, 24 человека, значит, в Орохе и в Чарку получили, значит, ранения. Мы никогда не нападали. В 2014 году тоже погибли таджикские граждане. И в 2019 году 3 граждан Таджикистана погибло.
Мы, таджики, никогда огнестрельное оружие не применяли и никогда первыми не нападали. Вот этот случай, 29 апреля, был конфликт, конечно, на головных сооружениях. Головные сооружения и по картам 1958 года, и по картам 1927 года, оно находится головные сооружения находятся на территории Республики Таджикистан. Там получился конфликт между гражданскими лицами. Первый выстрел прозвучал с какой стороны? Прозвучал с киргизской стороны. Выстрелили в председателя, они говорят, акима из Фаринского района. 1,5 часа наши люди, наши ребята не могли его, значит, оттуда вынести на безопасное место. Рядом с ним находящийся, значит, прапорщик получил огнестрельное оружие, значит, в голову и погиб. Другой товарищ, который сопровождал председателя города, до сих пор, значит, лежит в больнице. Вчера, по-моему, пулю вытащили из его организма. И после этого наши дали ответ. Понимаете? Народ бежал, значит, там, после этого наши дали, значит, ответ. И отсюда начинался, значит, этот конфликт. Значит, действия таджикской стороны можно расценить как ответные. Как оборонительные, как ответные. Вот я вот в своей статье в Азии Плюс я написал, по моим грубым подсчетам, с 1974 года погибло, значит, не менее 17 парней наших, простых граждан, которые, значит, или случайно принимали участие в этих конфликтах, или были просто прохожими. И убивали их каждый раз снайперы. И в этот раз тоже киргизская сторона была подготовлена к этому конфликту. Они расставили по всему периметру этих головных сооружений своих снайперов. Если бы они не открыли бы огонь, если бы они не стреляли бы в председателя города, не было бы этого конфликта.